Я не знаю, на что я подписался. Перед столь серьезной аудиторией и экспертами в области образования выступать, не будучи человеком, экспертом либо специалистом в области образования, достаточно сложно. Но я думаю, моя презентация будет полезна с какой точки зрения. Я человек по отношению к системе образования извне. То есть я могу говорить о каких-то вещах, не будучи ангажированным к этой системе. Но прежде чем перейти непосредственно к презентации, я бы хотел поделиться одной информацией. В рамках экономического клуба мы подняли вопрос о том, что необходимо в Кыргызстане задуматься о вопросах философских оснований экономической системы в Кыргызстане. И в ходе обсуждения мы пришли к тому мнению, что в современном мире происходит доминирование управленцев и экономистов, которые прошли обучение в рамках неоклассической системы. Если суммировать и сказать, что такое неоклассическая система, она базируется на двух основных принципах. Первый принцип – это потребление, и второй принцип – это накопление. Сегодня вот в раздаточных материалах там много информации насчет устойчивости развития, либо зеленой экономики. Я бы хотел на этом примере показать, что это совершенно другая парадигмальная основа построения экономики и построения управления. Но откуда это все берется? То есть если сегодня в мире большинство бизнес-школ, большинство университетов придерживаются неоклассического подхода, то продуктом не может быть, скажем, то есть если система ориентирована на одно, достаточно сложно выпустить что-то другое. И поэтому я бы хотел обратить внимание, что проблема пересмотра содержания образования, она будет не только характерна для Кыргызстана, но и будет характерна в целом для мира в ближайшей перспективе. Поскольку мы говорим о системе образования, я попытаюсь несколько, вкратце, может быть, остановиться на каких-то вот элементах системы образования. В частности, я говорю о местах получения образования, преподавателях, содержании образования, о учениках, способах, методах, субъектах образования и финансирования. На мой взгляд, для Кыргызстана сегодня наиболее актуален вопрос, связанный с субъектностью образования. Кто для меня субъект? Это лицо, либо группа лиц, а может быть какой-то институт, обладающий четким видением, обладающий волей, предпринимающий какие-то действия и имеющий какую-то ресурсную базу для реализации своего видения. Позже я остановлюсь более детально на субъектности. Если говорить о категориях заказчиков, то есть кто сегодня для Кыргызстана является заказчиком либо потребителем продукции системы образования. Я вот для себя определил 5. Это внешний мир, родители, бизнес-сообщество, гражданское общество и государственное управление. Если говорить о себе лично, я могу себя позиционировать в 3 плоскостях. Первая плоскость – это родители, второе – это бизнес-сообщество и третье – государственное управление. И с каждой позиции я могу сказать, что система не справляется, она не выдает тот продукт, который бы хотелось бы получить. Вот. В Кыргызстане кто сегодня является главным заказчиком? На кого ориентировать ту продукцию, которую выпускает образование как система? Как оказывается, вот ярко выраженного заказчика нет. То есть тогда какие должны существовать требования к системе, которая должна выдавать какой-то продукт? Родители сегодня, вот мы проводили такой вот, вернее, я чуть-чуть с другой стороны зайду, мы с друзьями сейчас пытаемся войти в Кыргызстан как инвесторы в сферу образования. То есть мы строим сейчас детский развивающий лагерь по аналогии с Артеком, если получится, дай бог, на Иссык-Куле, и планировали частную школу строить, сеть частных школ. Так вот, выяснилось, что проводили такой, как фокус-группу, собрали людей, родителей, и в ходе этой фокус-группы выяснилось, что для родителей важно делегировать свои функции различным институтам. То есть это школа, детский сад, это университет. То есть
родители не фокусируют внимание на содержании, они больше, как бы, вот, я бы сказал, это вопрос социализации. Перескочу дальше. Если говорить о функции образования, это формирование личности, формирование гражданина, формирование трудовых ресурсов. У меня вопрос вот вообще ко всей системе, я говорю, я вот больше как извне задаю вопросы. А какова доминирующая функция в Кыргызстане системы образования? Что система образования выполняет как система? То есть мы формируем гражданина, мы формируем профессионала, либо мы формируем личность. Позже я скажу, что очень часто, оказывается, наши институты выполняют просто функцию социализации. То есть вот тот лозунг, который когда-то был заложен Оскар Акаевичем, что лучше там людей обучать, чем они будут где-то на улице, либо в преступный мир пойдут. То есть вот очень часто мы, оказывается, идем по этому пути. Еще один вопрос, который бы хотел к системе задать, это какова наиболее приемлемая модель для Кыргызстана. То есть это модель, построенная на принципе спрос порождает предложение, либо когда государство является активным игроком, активным участником, активным заказчиком в системе образования. Вот если посмотреть Кыргызстан, то вот взгляд извне, картинка следующая. У нас получился симбиоз. То есть есть целые слои, которые уже живут в современном рынке. У нас нет четкой градации, что мы подразумеваем под средним образованием. Следующий вопрос. Каким образом мы формируем повестку дня к системе образования? То есть вот, Министерство образования постоянно пытается проводить какие-то реформы. Вопрос, а откуда мы формируем? Мы формируем, исходя из текущей ситуации, пытаемся туда что-то, как скажем, двигаться по инерции. Либо мы пытаемся задать себе вопросы извне, какой должна или куда движется мир и какие требования существуют к системе образования, какие в частности должны быть в системе образования Кыргызстана. Есть такая у экономистов классическая функция, это производственная функция, то есть производство, возможности производства, она связана с 4 факторами. Это капитал, земля, труд и технологии. Я вот красным выделил, что труд и технологии. Согласно большинству исследований в области экономики, что знания станут ключевым ресурсом. Мировая экономическая конструкция требует нового типа системы образования. То есть если мы говорим, что будут новые технологии, то люди должны осваивать эти технологии, а если мы говорим о людях, то должна быть система образования. Говоря о системе образования, я сейчас буду говорить, что это не только университеты и не только школы, не только какие-то курсы, это гораздо шире вот в современном мире. Володя попросил специально этот слайд. Этот слайд называется «Технико-экономические уклады». Это был такой экономист Кондратьев. Вот эти циклы называются кондратьевскими циклами. Суть этих циклов в чем? Что мир развивается циклично. И вот сегодня, если посмотреть по графику, то мы находимся в конце 5-го кондратьевского цикла, который характеризуется определенными трендами в мировой экономике. Но если мы говорим об образовании, то временные тренды, исходя из которых должна формироваться повестка дня, она с какими годами должна определяться? То есть там, 10, 15, 20 лет, 30 или 50 лет. Вот на этом слайде я хочу показать, что в принципе-то мы не задумываемся даже, или даже может и не попадем в десятилетний, не говоря уже о 50-летних циклах. А 6-й кондратьевский цикл, он будет характеризоваться бурным развитием биотехнологий, нанотехнологий, композитных материалов и так далее. Вопрос, насколько система образования сегодня учитывает вот эти вот тренды, мировые тренды и тренды развития мировой экономики. И вообще, надо ли нам учитывать, может нам и не надо. Мы, может, движемся там своим каким-то путем.
В одном из журналов, к сожалению, не нашел оригинальную ссылку, но нашел такое, что это 6 драйверов будущих изменений. Они с чем связаны? Это растущая продолжительность жизни, это умные машины и системы, это компьютеризация всего мира, это глобальная коммуникации в мире, это суперструктурированные организации, это новое информационное пространство. Исходя из вот тех 6 драйверов, было определено, какие же вот требования к продукту системы образования должны быть. Человек должен быть способен принимать критические решения, работать с огромными объемами информации, должен обладать широтой взглядов и масштабностью мышления, проектность и креативность у него должна быть, коммуникабельность и способность обучаться. Вот на способности обучаться я бы хотел отдельное внимание сфокусировать. Почему? Потому что современный мир, он очень быстро меняется. То есть вот динамика изменений технологий, информации, она настолько стремительна, что система образования как таковая, она не будет успевать перестраиваться. То есть должны быть иные подходы. То есть я это там условно называю, человека нужно учить тому, чтобы он был самостоятельным в собственном обучении. То есть вот то, чего ему не хватает, он сам постоянно восполняет. К сожалению, очень плохо видно, но если позволите, вот так на словах объясню. Это условно тренды в мировом образовании. Это геймификация, это открытые ресурсы, это автоматизация классов. Я забыл сказать, вот это 13-й год, здесь, по-моему, 20-й, вот здесь вот 30-й год. То есть куда прогнозирует будет двигаться, так скажем, система образования. Вот еще раз, это геймификация, открытые источники информации, это автоматизация, это переход отказ от посредников в системе образования. То есть вот условно там университет, он является посредником, преподаватель является посредником. То есть появляются новые технологии, с помощью которых можно получать знания, навыки самостоятельно. Это вот сейчас куча примеров существует, не буду даже приводить. Нового поколения это технологии, которые связаны с материализацией компьютерных технологий, допустим, 3D принтинг. То есть человек может работать с какими-то вещами на базе моделирования, компьютерного моделирования. И последнее это виртуализация вообще всего образования. Где-то я не согласен внутренне, но я привел тренды международных исследований. Итак, о новых трендах в образовании. Это переход от системы образования к среде образования. То есть существует множество каналов, множество предложений, где человек может самостоятельно выбирать вот тот или иной продукт. Непрерывность и повсеместность образования. Человек становится субъектом образования, то есть он конструирует свой путь образования самостоятельно. Выбирает из множества вариантов то, что ему необходимо. Множество форм образования, то есть это вот я говорил, что и геймификация, и интернализация, и все остальное. И последний тренд, который наиболее характерен, это если раньше акцент был преподаватель является профессионалом, то сейчас профессионалы будут преподавать. То есть максимальный фокус на прикладные аспекты образования. Чуть-чуть о Кыргызстане. Наличие, как я уже говорил, это нескольких платформ, наличие нескольких внешних субъектов. На это я бы отдельно хотел обратить внимание. Вот смотрите, все хорошо знают, что некоторое время турецкая сеть образовательных учреждений была лидером. То есть в моем понимании Турция
в лице различных проектов достаточно является серьезным субъектом на образовательном рынке или в системе образования Кыргызстана. Есть американские проекты, сейчас вот появляются европейские проекты, есть исламские проекты, о которых на самом деле управляющая система в лице Министерства образования даже и не задумывается. То есть сегодня целые пласты населения подпадают под систему исламского образования. Хорошо это или плохо, я об этом не говорю. Вопрос о том, что существуют такие тренды. Вот если обратить внимание, какие университеты сегодня являются лучшими в Кыргызстане, на самом деле ни одного национального университета нет в этом списке. То есть это американский, славянский университет, в КГУ, в национальном университете была европейская кафедра. Вопрос тогда вот Кыргызстану, а где же вот национальный проект в системе образования? То есть, что мы делаем, чтобы он появился? Или он есть, или его нет. Вот я уже говорил, что одна из функций системы образования – это социализация. Избыточность обязательств и ограниченность ресурсов. То есть вот интересно это наблюдать на школьном образовании. То есть у нас чрезмерно много обязательств, но при этом мы понимаем, что есть ограниченность ресурсов. Кто-то посчитал, что для качественного образования, оказывается, тех денег, которые есть, их хватит только с 1 по 4 класс. Ограниченные средства мы размазали, вот как кашу по тарелке размазали. То есть, в последнее время появляются внутренние игроки, и это частные вот проекты в системе, допустим, Тюлен Тойчубаев, это сеть школ Велимкана, это какие-то другие частные школы. То есть есть, так скажем, инициативы. Но единственный вопрос о том, что управляющая система в виде Министерства образования пока не готова пойти на большую либерализацию рынка образовательных услуг в Кыргызстане. Где мы можем конкурировать, вернее, конкурировать или на что тогда, по-другому сформулирую, на что можно сфокусировать наше профессиональное образование. Я поставил восклицательный знак и вопрос, то есть это к обсуждению. Это биотехнологии, альтернативные источники энергии, альтернативная медицина, водные технологии, это вопросы изучения Земли и окружающего мира. И в завершение такая вот, может быть, какие-то вектора, рекомендательные вектора. Это человек должен стать ответственным за свое образование. То есть государству надо прекратить вот это вот, быть патерналистом. Надо прекратить быть патерналистом. То есть, если нужно, пусть человек берет то, что ему нужно. Пусть он будет сам ответственным. Тогда и появится спрос и требования со стороны потребителя к системе. А пока мы пичкаем в рот на кушай, 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 то вот этого и не возникает. То есть не возникает субъектности со стороны потребителя. Начиная с начальных классов надо обучать детей обучаемости. То есть, чтобы они становились самостоятельными в получении знаний. А в Кыргызстане нужно обеспечить тотальный доступ к интернету. Вот это для меня вне всяких сомнений. Нужно усилить преподавание естественных наук и необходимо пойти все-таки по пути либерализации рынка образовательных услуг и для того, чтобы предоставить людям возможность выбора. Сегодня как таковой возможности выбора нет. Я 4 года проработал в Казахстане, вот недавно вернулся в Кыргызстан. У меня проблема, куда устроить детей, но у меня нет выбора. То есть вот с этим мы как родители я с этим столкнулся. То есть вот так, вот вроде бы все. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить.